Глава Коми продолжил серию встреч с законодателями, которые представляют интересы региона на федеральном уровне. Напомним, ранее с индивидуальным призывом активизировать работу Сергей Гапликов обратился к сенатору Валерию Маркину, депутатам Госдумы Ивану Медведеву и Ольге Савастьяновой. Сегодня своими инициативами по этому поводу делился член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. Он рассказал об инвентаризации налоговых льгот и потенциальных приобретениях для регионального бюджета, если некоторые решения все-таки удастся продвинуть. Например, по самозанятому населению, дорожным трансфертам и бюджетным кредитам. Высказал парламентарий свое мнение по поводу алкогольных акцизов. В частности, решение Минфина с нового года передать львиную долю доходов от регионов-производителей к регионам-потребителям. Для Коми это дополнительные 400 миллионов рублей плюсом. Здесь губернатор сделал акцент. Тем самым у нас будет возможность стимулировать именно легальную продажу. В некоторых регионах происходит, даже там, где производится соответствующий спирт и спиртсодержащая продукция, конечно, понятно, что они в более выгодных условиях находятся, но мы более качественно используем это сырье и продукцию, и более качественную продукцию производим, и в том числе сохраняем, в большей степени, наверное, вот этот сегмент легальности, не давая вот всяким разным, так сказать, проявлениям, в том числе и суррогатам, находиться на территории региона. Здесь тоже такая бы инициатива, она бы не помешала. Также из положительных решений, реализованных совместно с постоянным представительством региона, выросли региональные доплаты к пенсиям. Продолжилось финансирование программы «Доступная среда». Сдается жилье для детей-сирот, есть поддержка Москвы для строительства школ и понимание по дорожным трансфертам. Отметим, в прошлом году на уровне страны принимался трехлетний бюджет, и точечное финансирование для нашей республики местами происходило практически в последний момент.